Вайрят, доброго дня, мои зрители. Вот недавно канал Дива выложил видеоролик, где он утверждает, что территории Северной Осетии и столица Владикавказ не принадлежал осетинам и показал какие-то документы событий в 18-19 веках. Раньше на том месте, где ныне расположен город Владикавказ, существовал ингушский аул Заур. Но в 1784 году, по распоряжению князя Потемкина, на месте, где существовал этот аул, для охранения военно-грузинской дороги, служившей единственным удобным путем для соединения с Закавказьем, была устроена крепость Владикавказ. А в 1785 году, по указу императрицы Екатерины II от 9 мая, в крепости была выстроена первая православная церковь. Как только была устроена эта крепость, часть осетинской народности спустилась с гор и поселилась у стен этой крепости, под защитой местных войск. Образовавшийся осетинский аул стал называться Капкай, что в переводе на русский язык означает «горные ворота». В некоторых печатных источниках говорится, что Владикавказская крепость была построена на месте осетинского селения Капкай. Но это, пожалуй, не так, и опровергается следующим. Правый берег Терека принадлежал, как это выше сказано, им дают это мнение, так как Дзаук есть имя собственное Заур, а Кау – селение, иначе селение Зора. Геодезическая съемка и краткое описание города Владикавказа, 1928 год. Как видите, ситуация вполне понятная. Было ингушское поселение заурков. Возвели Владикавказ, подселили осетин, и появился осетинский аул Капкай на том же месте. Но это понятно для нас сейчас, спустя 200 лет, когда мы видим все документы и можем осуществить их анализ. Но тогда у людей была путаница. В документах написано «ингушский аул». А когда они посещали Владикавказ, то видели на юге от него осетинское поселение. Соответственно, судили по факту того, что видели собственными глазами. А что тут было 50 лет назад, мало кого волновало. А теперь давайте рассмотрим исторические документы и узнаем, правда он говорит или лжет. Давайте начнем. Путешествие в Крыму и на Кавказе. М. Энгельгард и Ф. Пород. Том 1. Глава 4. Путешествие по Кавказу. Путь от Моздока до Владикавказ. Владикавказ. Крепость построена князем Потемкиным, гарнизон, несколько мелочных торговцев и маркетанов для удовлетворения потребностей этого последнего и немногих осетинских семейств вне укреплений являются ее единственными жителями. Как видим, Энгельгард и Порту четко и ясно сказали, что на территории, где был построен крепость Владикавказ, там единственными жителями были осетины, больше никого. То есть это уже доказывает, что территории нынешней Северной Осетии, а также столица Владикавказ принадлежал и принадлежит только осетинам. Давайте дальше посмотрим, что говорят другие историки и путешественники. В. А. Пота. 2. ВБК Терского казачества. 1577-1801 годах. Том 2. Кругом царило, однако, полное спокойствие, и отряд, дойдя до осетинского селения Заурова, остановился у входа в Кавказской теснины. Здесь, 6 мая 1784 года, после торжественного молебствия с водоосвящением при гром русских пушек, заложено 4-е, последнее укрепление, названное Владикавказом. Как видим, Пота, военный историк, который путешествовал на Кавказе в 18-19 веке, четко и ясно сказал, что крепость Владикавказ была заложена на осетинском село Заурове. Канал Дайв говорит
что поселение Заурова был ингушским. И чтобы мы были 100% уверены, поэтому давайте рассмотрим другие исторические документы, где будет уже 100% доказано, чье было поселение Заурова, осетинским или ингушским. Давайте рассмотрим. Л. Штидер. Дневник путешествия. Из пограничной крепости Моздок, ВО, внутренней местности Кавказа, предпринятого в 1781 году. Наконец я покинул Ингушей, перешел через Кумбелей и пошел на запад к горам, и через 3 малых ручья, текущих в глубоких берегах, на 7-й версте вышел к деревне Зауров. Она расположена на правом высоком берегу Терека, в 2 верстах ниже предгорья. Старшина гетто, родственник моего хозяина Сайку, самый уважаемый. Здесь человек принял меня наилучшим образом. У него одного каменная башня и дом, другие строения из бревен, с огороженными дворами. Это самая первая осетинская деревня. Раньше грузинская дорога шла по левому берегу, у которого находится старое укрепление. Но река сорвала его у скалы под Балтой. Как видно, территория, где был заложен крепость Владикавказ, там единственными жителями были осетины. И поселение или село Зауров принадлежало осетинам и было осетинским селом. Но чтобы достичь своей цели, наши соседи распространяют живую информацию и таким образом хотят освоить наши территории, осетинские территории. Вот так вот. Давайте еще посмотрим, что говорит канал Дива, и узнаем правду. Давайте. Самый известный такой эпизод случился с Пушкиным в 19 веке. Мы достигли Владикавказа прежнего Капкая в преддверии гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная 2 валами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурки и положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Валы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, в верстах в 30 от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года, 1836 год. Не заметили ничего необычного? Будьте внимательны к деталям. Пушкин называет Владикавказ Капкаем и описывает осетинские аулы поблизости, что, казалось бы, свидетельствует о том, что это осетинская земля. Но его удивляет, что тело покойника должны были отвозить за несколько десятков километров от этого места. Скажите мне, в каких случаях у людей нет возможности похоронить своих близких неподалеку от своего селения? И кто в адекватном состоянии будет везти в такую даль покойника, когда столько земель есть возле собственного аула? Да, вы угадали, в случае, если это не твои земли. После возведения Владикавказа в 1784 году, спустя несколько лет военные отступают за Кавказскую линию, и осетины тут же оставляют эту землю и уходят к себе, как мы читали не единожды в документах. Когда военные снова занимают Владикавказ, вслед за ними опять появляются осетины. Потому к моменту, когда здесь побывал Пушкин, хоть и большое количество осетин уже поселилось около Владикавказа, они понимали, что в любой момент могут уйти, как сделали незадолго до этого. А значит, и своих покойных близких здесь нельзя было оставлять. Осетины не чувствовали себя на своей земле и в любой момент были готовы покинуть это место. Будущее их аулов около Владикавказа полностью зависело от успехов российского генштаба в Кавказской войне. Пока они побеждали, осетины могли здесь жить под защитой. Остается непонятным, почему военное командование сделало ставку на осетин, а не на ингушей. Дорогой Тирва или Тариф,
Мы все заметили и знаем, почему те осетины возили своих покойников в горах и хоронили их там, так как по древней осетинской традиции покойник считается святым, и чтобы во время войны их не осквернили, они носили их в горах, в недоступных местах, далеко от населения. Эта традиция у нас осталась из древних предков, от скифов. Ты вспомни, когда Дарий I скифскому вождю Идафирсу сказал, что ты бегаешь, давай сразимся. Тогда ему Идафирс ответил, если хочешь войну, тогда оскверни могилу моих предков и увидишь, что такое война. А почему Дарий I не осквернил? Потому что могилы были в недоступных местах. Вот поэтому те осетины хороняли своих покойников в горах. И по этой же причине мы осетины делаем свои святилища в горах, чтобы их не осквернили. Теперь тебе понятно, почему те осетины своих покойников носили далеко от населения. Вот по этой же причине они носили своих покойников. Также ты говоришь, типа, осетины думали, вот пока здесь царская империя, нам ничего не грозит. Если это было так, то почему осетины воевали против них? Или ты отрицаешь этот факт? Если отрицаешь, то давай посмотрим, была ли это правда или нет. Давай посмотрим. Материал был взят из книги. Потов А. Кавказская война. В отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Том 5. Время Паскевича. Выпуск 1. Экспедиция в Северную Осетию. Страницы 150 и 151. Из Владикавказа Абхазов отправил прокламации в Осетию и прежде всего к таугарцам, приглашая их последовать примеру ингушей и покориться без сопротивления. Таугарцы отвечали отказом. Беслан Шанаев успел уже собрать до 2000 человек и, признанный единодушно начальником восстания, занял перевал из долины Терека в долину Гиналдона. Его самонадеянность была так велика, что он не задумался атаковать целую бригаду 20-й пехотной дивизии, следовавшую в это время из Ларса к Владикавказу. Бой произошел в Ларской теснине 25 июля, и хотя нападение было отбито с большим уроном для неприятеля, но и войска имели убитых и раненых. Абхазов увидел необходимость действовать решительно. Он выступил из Владикавказа 26 числа со всем своим отрядом и занял Ларс, откуда пролегал удобнейший путь в Таугарское ущелье. Сводный батальон с 2 орудиями под начальством майора Шлыкова был выдвинут вперед и занял крайние высоты над Ларсом, чтобы обеспечить дальнейшие движения отряда. Но батальон не успел еще стать на позиции, как был атакован 2000-м скопищем Шанаева. Стрелковая цепь, выдвинувшаяся слишком вперед, сразу была опрокинута. Ближайшие роты смешались и, видя, что 2 орудия не могут остановить натиска неприятеля, в беспорядке побежали назад. Батальонного командира не было при батальоне. Поражение Шлыкова могло иметь печальные последствия и для всего нашего отряда, тем более, что в это самое время сильная перестрелка послышалась и впереди, у самой Балты. Там осетины напали на обоз Нашибургского полка, следовавшего к Владикавказу, под прикрытием 2 рот, и овладели частью транспорта. Несколько повозок было разграблено, 2 офицера и до 20 солдат убиты и ранены. Вероятно, неприятель нанес бы обозу еще больший вред, если бы Абхазов промедлил выступлением из Ларса. К счастью, быстрое появление его на горах, на пути к Таугарскому ущелью, остановило успехи мятежников на обоих пунктах. Как мы увидели и услышали. Потто четко и ясно сказал, кто воевал на тех землях, которые ингуши называют своим. Почему-то там воевали осетины, а не ингуши, и если эти земли были ингушскими, тогда почему там воевали осетины, а не ингуши? Правильно, потому что эти земли принадлежат осетинам, а не ингушам, и именно эти земли защищали осетины ценой своей жизни. А ингуши сейчас хотят их присваивать, и везде кричат, что осетины отобрали их земли.
Вот так всегда лгут наши так называемые благородные и белые и пушистые соседи-ингуши. Также Потто четко и ясно сказал, кто воевал за Кавказ, а кто сдался сразу, и у кого есть воинственный дух, а у кого нет. Как видно, осетины тоже воевали против царской империи. А Дива говорит, канал Даив говорит. Типа осетины думали, вот пока здесь царская империя, нам ничего не грозит. Теперь это как понять? Если осетины воевали против царской империи, то они как думали, что пока царская империя здесь, им ничего не грозит. Правильно, канал Дива, как остальные там некоторые наши соседи, распространяет лживую и фальсификационную информацию. Вот так вот, мои зрители. А теперь обращаю моим зрителям. Вот таким образом наши соседи фальсификационным образом хотят присвоивать наши осетинские территории и распространяют лживую информацию о нас, о осетинах. Вот так вот. И вынуждают нас, чтобы мы им ответили как положено. Так что, если видеоролик вам понравился, поставьте лайк, комментируйте. Кто не подписался, подпишите. Это все очень важно для развития канала. Заранее спасибо всем вам за поддержку.